funky. О. Эти выходные у нас пройдут в Рязани на реке Оке. Вот, приглашаю вас вместе с нами пойти в поход. Боже, как красиво! Смотри, фиолетовые цветы пшеницы, безумие. О боже, какое полное зерно. Ух ты, какая интенсивная купалка. В общем, ребята, такие дела. Нам скинули местоположение Геотек, наши друзья из Рязани. В общем, Геотек каким-то образом получился так, что мы оказались на противоположном берегу реки. Поэтому мы решили сделать ход конем и переправиться через реку на пароме. Все как в Якутске прям. Вот Петя пошел узнавать. Здесь переправлялся сам Сергей Есенин со своей любовью Лидией. Вот что мне сказал Google про паром Кузьминская. Тут очень много народу, куча купальщиков. Боже, прям около грязи барбекю разбили. Ух ты, посмотрите, что это за прекрасный теплоход. Короче, ребята, провал. Сказали, что паром очень долго ждать, и мы решили 3 часа ехать через Рязань. Ну сейчас пущего попробуем паром. Говорят, там есть. Еще один паром? Да, еще третий паром. Говорят, есть. Не знаю. Есенинский край богат на паромы. Такие паромы. Не матерись. Я не знаю, как делать. Пип. При монтаже. Так, кто еще звонит? Алло? Ага. Так, слушай, тут заработал буксир. Петя сейчас идет. Не знаю, договорился, нет, что-то вяло идет. Пока еще, наверное, не договорился. Не знаю. Блин, не договорился! Паром отходит без нас. Так, сколько часов назад мы выехали из Москвы? Часов 5-6. 6 часов назад мы выехали из Москвы. И, о боже, мы встретили наших друзей. Мы приехали на озеро Ласковое. Вот, Ласковое озеро, и тут оно настолько ласковое, что тут миллион отдыхающих просто. Я не знаю, со всей Рязанской, я думаю, и Московской области тоже. Просто миллионы людей. Мне как-то уже не радостно, потому что хочется уединения. Я думаю, что в средней полосе России вряд ли это. Всех подорвали. Да. Вот. Это у вас хорошо получается, продолжайте. Да, Ну вот с Яной же следующий. через недельку. Через выходные. Мы решили поменять маршрут. Вот съехали с трассы. Сейчас в Москву вернемся через Каширский район. Через поселок Озеры. Это Люцерна. Смотрите, как красиво.
Такие деревья высокие. Там Вика переодевается. I have so much to say, but in the least most simple way, I love you. Я хочу идти. Как там мокро. Мы въехали в Зарайск, и Википедия нам сказала, что это административный центр. Вот, и глава здесь женщина. Вот, что примечательно. Так, что же тут еще у нас интересного? Так, он стоит на правом берегу реки Осетр. Это приток Оки. И здесь у нас конечная железнодорожная станция от города Луховицы. Да. Салатиком выращивают. Да, агропромышленный комплексов очень много. Кормят всю Москву вкуснейшими огурчиками. Сама на прошлой неделе в Ашане брала луховицкие огурчики и очень довольна. По сравнению с другими мыльными. Такой уютный город, чистенький, тихий. Такие, смотрите, домишки старые совершенно. Начала 20-го, даже может 19 века. Да, вот крыша такая старая. Да. Интересно. Это мы хорошо заехали. Сейчас посмотрим Кремль. Древние стены Зарайского Кремля. Это оказывается этот. Подойдем, да? Верхнеполиотическая стоянка с собранием живописи, графики и скульптуры. То есть здесь была древняя стоянка человека? Да. Дом имени Достоевских, где проводил летние месяцы юный Федор Михайлович Достоевский. Ух ты. С экскурсией. С экскурсией, да? Либо если сборные еще будут, там подешевле, по 200 рублей со сборной. Ага. А это люди играют? Ну это приглашенные, вот с Ратмоспорт там были группы, Ага. вот они сюда сегодня пригласили поиграть чуть-чуть. Вот сейчас были стрельцы, стреляли, пока дождя не было. Зарайский Кремль неожиданно такой прикольный. Интересный, да. Вот играет группа славянская. Паган какой-то. Паган. Но, Паган это язычник. Языческая музыка. Здорово сворачивать. Ух ты, молния сверкнула. Интересно, на камере было видно или нет? Ладно, экскурсию ты хочешь? Я, честно говоря, вау, да. Совсем не хочется на экскурсию. Поехали в грозу. I love you.